Всем привет! Сейчас еще побольше людей присоединятся, и мы начнем. Так, хорошо ли меня видно и слышно? Хорошо. Всем доброго дня! Мы продолжаем наши прямые эфиры в рамках онлайн-проекта поступления в БГАУ, в рамках которого мы говорим и рассказываем об обучении на том или ином факультете студенческой жизни и что ждет студента при поступлении в аграрный университет. Сегодня мы выходим в эфир с экономическим факультетом аграрного университета. Проведу эфир я, Галиева Илюза. Так, ну раз меня хорошо слышно и видно, то я приглашаю нашего гостя. Пока можете готовить свои вопросы. Добрый день, Виталий Алексеевич. Еще раз всем привет, кто присоединился к нашему прямому эфиру. Добрый день всем. Меня слышно? Да, все хорошо, вас хорошо слышно и видно. Так, Виталий Алексеевич, никому не секрет, что сельское хозяйство – основополагающая отрасль любого государства. Многие знают, чем занимаются традиционные профессии – фермеры, агрономы, ветеринары и так далее. Но не всем понятно, зачем сельскому хозяйству нужен экономист. Расскажите, пожалуйста, кого готовит экономический факультет и чем занимаются выпускники? Насколько важно экономическое образование сегодня? Ну, прежде всего я хочу отметить, что экономика, она охватывает практически все сферы деятельности, и любые действия тех же зоотехников, агрономов и так далее, они не являются обоснованными, если нет экономики. То есть, ну вот возьмем простой пример. Да? Допустим, зоотехники добиваются, чтобы удой от коровы был 12 тысяч литров, да, или килограмм. Но при этом себестоимость килограмма 50 рублей. Естественно, это будет абсолютно невыгодно, хотя вроде с точки зрения зоотехники, да, это огромное производство. Выгоднее производить, допустим, 6 тысяч удой, но зато себестоимость 18 рублей. Так вот, экономисты как раз и определяют, в принципе, насколько эффективны те или иные решения зоотехников, агрономов. Они определяют, что им нужно выращивать, какие технологии экономически обоснованно использовать. Если говорить в целом, то наш факультет выпускает на сегодняшний день прием объявлен, вернее, на два направления. Это экономика и это бизнес-информатика. Если говорить об экономике, там у нас три направления. Первое направление, вернее, три профиля. Первый профиль – это бухгалтерский учет, анализ и аудит. То есть это те люди, которые занимаются ведением бухгалтерского, налогового учета на любом предприятии, сельскохозяйственном предприятии. По законодательству такой учет обязано вести любое предприятие. Кроме того, мы выпускаем экономику предприятий и организаций профиль. Соответственно, это люди, которые определяют резервы любого предприятия, оценивают экономическую эффективность, занимаются планированием,
занимаются отчасти маркетингом данного предприятия. Что касается третьего профиля, это финансы и кредит, но если тут смотреть на сельскохозяйственных предприятиях, все-таки они задействованы в меньшей степени, это только у крупных предприятий финансовые отделы, но они задействованы в таких предприятиях, как банковские, кредитные учреждения, страховые, оценочные, консалтинговые компании и ряд их. Ну а бизнес-информатика – это IT-технологии, да, это специалисты в сфере цифровой экономики, это сейчас очень актуально, и любое предприятие использует целый комплекс программных продуктов, цифровых продуктов, адаптированных для этого предприятия. Вот этим, в принципе, и занимаются наши выпускники. Угу, хорошо. Очень часто абитуриентов при поступлении на экономический интересует вопрос, насколько хорошо должны знать математику или достаточно быть гуманитарием. Вопрос... Да. Еще раз. Да, слушаю. Если говорить о математике, безусловно, скажем так, многие экономические моменты, они так или иначе связаны с математикой. Но экономика, она более широкая сфера деятельности. Экономика охватывает различные аспекты. То есть есть действительно бизнес-аналитика, да, то есть где мы делаем расчеты, анализируем даже иногда большие цифры, да, big data, как называемые, выявляем тенденции развития рынка, это аналитика. Безусловно, там желательно знать математику, желательно знать экономику, статистику, но даже если вы на сегодняшний день, скажем так, среднего уровня знаний, то в нашем вузе вы как раз и получите дополнительные данные. Но есть направления, которые с аналитикой напрямую не связаны. Ну, допустим, тот же самый организация собственного дела, маркетинг, да, это коммуникации с людьми, это психология общения. То есть тут, в принципе, на наше направление, я считаю, могут пойти люди не только с аналитическим складом ума, не только те, которые хорошие математики, но и, в принципе, свою нишу найти любые люди, любые абитуриенты, то есть те, кому нравится общаться с людьми, те, кому нравится убеждать людей, заниматься психологией поведения потребителей. Пожалуйста, факультет, мне кажется, направление экономика, она открыта для всех. Угу. Есть такая пресловущая фраза «экономистов много не бывает», которая, мне кажется, создает какие-то ограничения. Придерживаетесь ли вы данной фразы или же все могут стать экономистами и бухгалтерами? Еще раз не совсем понял вопрос. Есть такая пресловущая фраза «экономистов много не бывает». Так, сейчас, секунду. Которая, мне кажется, создает какие-то ограничения. Придерживаетесь ли вы данной фразы или же все могут стать экономистами и бухгалтерами? Ну, во-первых, я всех приглашаю на экономический факультет и не прошу не бояться того, что сейчас многие говорят вот наподобие той пословицы, которую вы сказали, фразы, что достаточно много экономистов. На самом деле вот мы постоянно с работодателями, с предприятиями, много людей с дипломом экономиста. Но хороших экономистов до сих пор достаточно мало. И многие компании, они ищут квалифицированных экономистов, грубо говоря, днем с огнем. То есть они готовы приглашать даже из других регионов, предоставлять им жилье, работу, хороший уровень зарплаты для того, чтобы иметь таких специалистов. Очень много организаций приезжают к нашему третьему, четвертому курсу, да, для того, чтобы поставить их, пригласить их на работу. И надо сказать, что спрос, востребованность наших выпускников такая, что сейчас выпускники уже выбирают, а стоит ли идти туда или нет. Вот последний пример. Не так давно к нам обратилась налоговая инспекция наша, да, республиканская. У них объявлен конкурс, приглашают наших выпускников. Но надо сказать, что
только 10 или вообще рассматривать этот вариант из более чем 70, которые выпустились. Да? Поэтому, в принципе, востребованы, если вы хотите не просто получить диплом, а получить качественное образование, вы его здесь получите, знания получите. И, в принципе, если у вас есть желание, вовлеченность дальше работать успешно, то мы вам поможем, и буквально с 3-4 курса мы можем уже найти предприятия, на которых вы будете успешно работать в дальнейшем. Многое зависит от вас. Мгм. Так, к нам добавляются участники. Я хотела бы еще раз напомнить, что сегодня у нас встреча с экономическим факультетом Аграрного университета. На наши вопросы отвечает декан факультета Виталий Алексеевич Ковшов. После общения с Виталием Алексеевичем мы подключимся с выпускницей экономического факультета Альфией Зариповой. Так, какими организациями и компаниями сотрудничает наш экономический факультет и какие возможности создаются для студентов в рамках данного сотрудничества? У нас достаточно большой перечень организаций, с которыми мы по разным направлениям активно сотрудничаем. Ну, во-первых, я бы хотел отметить, что мы сотрудничаем не только по трудоустройству до наших выпускников, но и активно сотрудничаем по обучению с многими ведущими вузами, в том числе и зарубежными вузами. К примеру, с экономики города Прага, Чехия, с экономическим университетом тоже города, да, с несколькими германскими вузами, в том числе с Боннским университетом. Я уже не говорю об сотрудничестве с университетами Казахстана, Таджикистана, Беларуси, что в чем заключается это сотрудничество, да? В том числе заключается в том, что наши преподаватели проходят там обучение, стажирователи из этих вузов приезжают к нам, да, вот тот же самый профессор Еворский из Хайбридского университета приезжал, читал лекции нашим обучающимся, профессор из Праги приезжала, да, Лана Касова, тоже читала лекции. Поэтому мы, скажем так, развиваем очень активно международное сотрудничество, чтобы качество наших выпускников соответствовало международному уровню. Что касается, если работодателей и возможного трудоустройства, я уже начал об этом коротко говорить, да. Ну, у нас великолепные связи с Россельхозбанком. Каждый год несколько наших выпускников обустраиваются в данном банке, соответственно, в дальнейшем строят карьеру в этом банке. Банк всячески помогает нам. Вот в настоящее время заканчивается обустройство специализированной лаборатории Россельхозбанка, которая будет представлять собой мини-офис с обучающимися местами, кассовая зона, обслуживающая зона, да, выдачи там кредитов и так далее, современным программным обеспечением в области банковского дела и так далее. Сотрудничаем с другими банками, вот как раз у нас Альфия Зарипова, наверное, расскажешь и о ВТБ банке, да, с которым мы тоже со многими организациями агропромышленного комплекса, ну, например, мы достаточно активно сотрудничаем с Тавросом, который также приезжал к нам, рассказывал о своих возможностях приема на стажировку, практику и дальнейшего трудоустройства наших специалистов. Ну и, в принципе, целый ряд других ведущих, русское зерно и других ведущих предприятий, с которыми мы сотрудничаем, которые являются базовыми, успешными в республике, и которые рассматривают всегда с удовольствием желающих наших выпускников работать на этих предприятиях. Угу. Тут вот пришел вопрос, на какие направления можно поступить к вам на магистратуру? Магистратура у нас пока одно направление, это экономика. Там два профиля, это учетный профиль, учет и учет-анализ, и другой профиль это финансы и кредит.
финансовый профиль. Два профиля, одно направление экономика. Но хотелось бы отметить, вот в этом году, буквально весной, мы успешно прошли государственную аккредитацию магистратуры, и поэтому сейчас у нас магистратура, она имеет государственную аккредитацию, то есть все желающие получат дипломы государственного образца. Мгм. Хорошо. Я вот учусь на первом курсе экономического факультета. Мне, как и другим студентам нашего факультета, интересно узнать ответ от вас на такой вопрос. Что за время учебы мы, студенты, должны усвоить, чему научиться, чтобы стать конкурентными? Ну, на самом деле программа, она предусматривает как раз обучение, да, предусматривает те компетенции, которыми вы и должны овладеть, чтобы стать успешным специалистом. Да? То есть там есть перечень на сайт университета, посмотреть учебный план по нашим направлениям, где дисциплины расписывают. Безусловно, в зависимости от профиля есть некоторая специфика, да? Это знания базовой экономики, экономической теории, это базовые знания экономики предприятия, это управленческие навыки, так как вы специалисты, будущие руководители, многие из вас будут. В связи с этим это менеджмент, это маркетинг, это планирование, в том числе бизнес-планирование. Это финансовые дисциплины, учетные дисциплины, налоговые дисциплины, без которых невозможно. Но хотелось бы отметить, что вот, как я уже говорил, вы можете более детальные компетенции посмотреть. Но я могу сказать два момента. Да. Во-первых, нужно быть готовым и прежде всего научиться обучаться. Обучаться не только преподавателями, да, но и самосовершенствоваться, потому что жизнь очень быстро меняется и приходится, к сожалению или к счастью, да, учиться постоянно, чтобы быть и оставаться квалифицированным специалистом, а не только вот эти 4 года, да, которые вы получите базовую тут базу, которую вы должны знать. Ну и в принципе все очень просто. Есть профессиональные стандарты, да, где вы можете посмотреть перечень компетенций, которые вы должны обладать. Есть государственный стандарт каждого направления, в нем тоже расписаны в программе обучения, да, расписаны основные компетенции, которые должны будете овладеть в ходе данного обучения. Ну и в принципе есть такой момент, вы можете посмотреть, кем вы хотите успешным бухгалтером, руководителем предприятия, экономистом, аналитиком, да, специалистом по IT-технологиям и так далее. Посмотреть этих успешных людей и посмотреть, какими навыками они обладают. Такой своего рода чек-лист составить и посмотреть, а какими навыками вы еще не достаете, что можно усвоить, чтобы вот стать таким же успешным, как этот человек. Хорошо. Сегодня в интернете можно встретить услуги разных аутсорсинговых компаний, как онлайн-бухгалтерия и так далее. Видя все это, иногда создается такое впечатление, что все автоматизируется, и профессия бухгалтера уже устарела. Как мы знаем, сегодня экономический факультет готовит специалистов по направлению бухучет. Скажите, пожалуйста, насколько эти впечатления о том, что бухгалтеры больше не востребованы, правдивы? Или все же они нужны? Ну, я хочу сказать, что, как я уже сказал, бухгалтерский учет на сегодняшний день обязаны вести все предприятия. Да? Конечно, само предприятие, в зависимости от его размера, формы собственности, сферы деятельности, может выбирать, как оно будет вести этот бухгалтерский учет, при помощи каких программ учетных, при помощи какой будет штат бухгалтеров, или это будут внешние специалисты, которые, вот как вы говорите, на условиях аутсорсинга, да, будут вести бухгалтерский учет. Но хотелось бы отметить, что учетом будут заниматься в ближайшие, ну, там, десятилетия, может быть, и больше, постоянно, наверное, даже, потому что это и задача предприятий, и задача статистики, и задача государственных органов управления, да, контролировать, понимать, что происходит у нее в тех или иных отраслях. Это задача налоговая, в том числе, да, нужно понимать,
кто налоги платит, за что и так далее. Поэтому данная специальность, она по-прежнему актуальна. Она хороша тем, что, как я уже сказал, не зависит от размера предприятия, не зависит от формы собственности, не зависит от организационно-правовой формы. То есть и на малых предприниматели в той или иной степени ведут бухгалтерский учет, да, и так далее. Поэтому меняется бухгалтерский учет, я бы сказал так. Да, бухгалтерский учет становится более цифровым, применяются различные программные продукты, но эти программными продуктами тоже пользоваться должен кто-то, кто будет управлять этими продуктами. И надо сказать, что у нас в этом направлении тоже ведется значительная работа. Мы готовим наших бухгалтеров по целому ряду программ. В том числе у нас есть и авторизированный, сертифицированный центр 1С предприятия, лаборатория по этому центру, поэтому наши бухгалтера получают, соответственно, сертификаты, позволяющие им работать вот в этих цифровых современных технологиях и вести бухгалтерский учет. Поэтому я думаю, что не ошибутся люди, если у них есть расположенность к бухгалтерскому учету, то это все будет востребовано. Угу. Интересует вопрос касательно заработной платы. Какая средняя зарплата у выпускника факультета? Ну, вопрос, конечно, такой достаточно интересный. С чем это связано? Конечно, вы прекрасно понимаете, что даже за одну и ту же должность, да, в разных организациях размер заработной существенно отличаться. Ну, хотелось бы сказать следующее, что вот к нам недавно в этом году приезжал директор по персоналу компании «Таврос». Да, он озвучивал цифры, что начинают вообще начальные заработные платы в их организации, это агропромышленные организации, то есть я не говорю о каких-то там нефтяных, да, или новых организациях, которые заработная плата обычно значительно выше. Да. Так вот, начинают от 30 тысяч, это как бы вот просто базовые начальные ставки. Дальше бухгалтера, экономисты у них получают в районе обычной, в районе 50-80 тысяч. Ведущие главные в районе там 120 тысяч. И, насколько я помню, главный бухгалтер у них получал в районе там 300 тысяч рублей. В принципе, это они готовы принимать, и главное их условие это предприятие агропромышленное, да, чтобы они знали экономику именно агропромышленного сектора. Вот вы вначале первый вопрос задавали, есть безусловно специфика экономики в аграрном секторе, и сейчас, в принципе, ну, средние зарплаты в районе где-то, в районе 35-40 тысяч вполне можно найти. Угу. При поступлении на экономфак многие думают, что из-за коммерции для студентов нет общежития. Но мы знаем, что они есть. Все же хотелось бы от вас лично услышать, что действительно есть общежитие и, возможно, предоставляются какие-то дополнительные льготы. Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что да, к сожалению, наверное, на экономический факультет у нас только платные места, да, платное обучение, но при этом хотелось бы отметить, вот раз вы говорите о льготах, да, что обучение, стоимость обучения у нас одна из самых низких среди университетов по городу Уфы по данным специальностям, да, по экономическим профилям подготовки. Я даже скажу, наверное, самая низкая. Ну, например, на бакалавриат стоимость обучения с учетом снижения, об этом можно потом поговорить, оно составляет где-то 86 500. В других вузах свыше 100 тысяч. Так вот, что касается общежития, это один из плюсов тех достоинств, которые отличают наш университет и наш, в том числе, экономический факультет. Всем без исключения желающим предоставляется общежитие. Общежитие вот нашего факультета, оно находится, ну, раньше был торговый центр Башкирия, да, Башкортостан. В принципе, это
очень комфортабельное общежитие. Мне вот, наверное, вы сами, да, вы проживаете сами в общежитии или Да. нет, не знаю. Да, вот, наверное, не дадите соврать, да, что, в принципе, санузел в каждом, ванна в каждом комнате, да, располагается не какой-то там на этаже или где-то, как во многих других общежитиях. Общежитие достаточно чистое, комфортабельное, ну, конечно, во многом зависит от самих жильцов, да, но в принципе мы вот ходим постоянно, да, это действительно так и есть. Что касается льгот, ну, университет в ряде случаев идет даже на такие льготы, что вот первый курс у нас в этом году проживал экономический именно факультет в общежитии вообще бесплатно. Хотя, в принципе, и практическое, да, в среднем там, если я не ошибаюсь, не больше 10 рублей в день, но для экономического факультета была сделана такая дополнительная льгота, что они проживали в общежитии абсолютно бесплатно. А есть ли на факультете бюджетные места? Добавится ли в этом году? Нет, я, как вот сказал, к сожалению, самих бюджетных мест на экономическом факультете нет, но есть один такой, скажем, как это сказать, конкурентное преимущество, которое опять отличает экономический факультет именно аграрного университета. В этом году было внесено изменение в государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий». Вот согласно этому документу, теперь любой поступающий, в том числе на экономический факультет, на платное обучение, может заключить трехсторонний договор. Договор с каким-то предприятием, сельскохозяйственным товаропроизводителем, который оплачивает за него вот ту сумму, которую я называл. Этому предприятию государство возвращает 90% от этой суммы. То есть, если просто говорить, допустим, фермер, имея собственное крестьянское фермерское хозяйство, у него растет дочь или сын, готовы поступать в аграрный университет, поступают в аграрный университет, заключают договор между обучающимся университетом и вот этим крестьянским фермерским хозяйством. Крестьянское фермерское хозяйство платит за обучение, потом ему возвращается 90% от этой суммы. Грубо говоря, для обучающегося или вернее, предприятия эта стоимость будет 8-9 тысяч рублей за год. Угу. Я считаю, что это такая хорошая лазейка, которая позволяет практически бесплатно. В других вузах на экономический факультет эта программа не работает. Вернее, да, она не работает. Угу. И последний вопрос. Есть ли возможность трудоустроиться студентам во время учебы по профессии? И как вы на это смотрите? Я скажу более, мы смотрим абсолютно лояльно на то, что наши обучающиеся пытаются, скажем так, уже трудоустроиться. Особенно позитивно мы реагируем, когда они обустраиваются по специальности. У нас ряд обучающихся, начиная даже со второго, но особенно с третьего, четвертого курса, они устраиваются и либо ведут вот бухгалтерский учет, да, либо обустраиваются на какие-то должности, которые впоследствии после получения уже диплома, они растут по этим должностям. То есть достаточное количество наших обучающихся трудоустраивается, в том числе мы можем даже помочь им трудоустроиться именно по специальности. Да? Если бухгалтеры учатся, то бухгалтером, если экономисты, то экономистом, аналитиком и так далее, может быть, маркетологом и так далее. Да? И мы максимально стараемся поддерживать таких обучающихся, вплоть до того, что мы можем перевести их на индивидуальный план обучения. Угу. Виталий Алексеевич, благодарим вас за совместный эфир. Желаем успехов в приемной кампании в 2020 году. Спасибо. Спасибо большое всем. Спасибо. Всего доброго. А сейчас у нас подключение с выпускницей экономического факультета с Альфией Зариповой.
Привет. Здравствуйте, Так, как меня слышно? все хорошо, хорошо слышно и видно. Всем еще раз Так, здравствуйте, меня зовут Альфия, и, откровенно говоря, я по-белому завидую вам сейчас, потому что вы находитесь в самом начале этого, не побоюсь этого слова, увлекательного пути. И здесь вот вы говорили про компетенции, про знания. И сейчас, вероятно, вам может показаться, что 4 года это еще так много, и когда эти знания пригодятся. Но на самом деле, мало того, что эти 4 года пролетят для вас очень быстро, так еще и знания, которые вы получаете в аграрном университете, вы можете применять, по сути, здесь и сейчас. Так, например, я уже на втором курсе научилась делать налоговые декларации сначала для физических лиц, потом для юридических лиц, и таким образом зарабатывать. По сути, эту декларацию сделать вообще несложно, мне может идти там 15-20 времени, там сидеть с компьютером и получить за одну штучку, например, 500 рублей. И для студентки это может очень так выручать. И хотела бы особенно отметить, что в аграрном вузе дают именно актуальные знания, то есть преподаватели идут в ногу со временем, это на самом деле очень дорого стоит. Ну и поделюсь, наверное, своими впечатлениями. Благодаря аграрному вузу, экономическому факультету, преподавателям, которые там работают, я дважды бесплатно съездила в Казань, в Саратов, в Ставрополь. Я впервые увидела море благодаря этому университету. В том году меня Министерство образования пригласило в Сочи на неделю. И опять-таки все это было бесплатно. Что еще рассказать? Проходила практику от Министерства сельского хозяйства и в так, свое можете время, когда сказать, я меня там... хорошо ли слышно? Да. Алло. А меня? Хорошо слышно? Слышите ли вы меня сейчас? Да. Да? А меня? Да, да, а меня? Просто я не слышу. Так. Альфия, можешь что-нибудь сказать? Да, да, да. Меня слышно нормально, я тебя слышу. Либо у меня что-то со связью, либо тебя плохо слышно. Так, я могу говорить погромче. Так нормально слышно? Ну да, более-менее. Так, Мгм. Альфия, как прошла твоя студенческая жизнь? На кого ты отучилась и почему именно эта профессия? Ага. Экономикой я интересовалась еще с 8 класса. Я очень хотела поступить именно на этот факультет. И, откровенно говоря, у меня возник вопрос, когда я так же, как и вы, выбирала вуз, что да, факультет экономический, но вуз все-таки аграрный. Где же я потом смогу работать? И, несмотря на это, через 4 дня после получения диплома меня пригласили на стажировку в банк ВТБ. В том году банк запустил впервые стажировку годовую, притом она была оплачиваемая. И так я за 1 год стала от администратора зала до заместителя директора. И несмотря на то, что вуз был аграрный, а место всего лишь одно во всей Башкирии, выбрали меня. В студенческие годы я занималась научной деятельностью, общественной. В аграрном университете очень активно творческая А, деятельность, поэтому да, связь пропадает. на данный момент ты работаешь по специальности и устраивает ли тебя зарплата? Тебя очень плохо слышно. Повтори вопрос, пожалуйста. На данный момент ты работаешь по специальности и устраивает ли тебя зарплата? Не слышно, к сожалению. Еще раз. На данный момент ты работаешь по специальности
Да. Работаю я по специальности в банке ВТБ и пока что нахожусь в отпуске. Мгм. А тебя зарплата устраивает? Прерывается, к сожалению. Повтори, пожалуйста. Вопрос. Устраивает ли тебя твоя зарплата? Да, более чем. Мгм, Да. хорошо. А те знания, которые дают в университете, они действительно пригождаются на работе? Да, действительно. Я училась на профиле финансы и кредит, но, если честно, не думала, что попаду в банк, но в банк я в итоге попала. Скажу сразу, что знания на теории и на практике, они, конечно, различаются. Но если бы я не обладала теми знаниями, которые дали мне в этом вузе, то, не знаю, смогла ли бы я там работать в принципе. Мгм. А как провести студенчество максимально полезно и чем нужно заниматься? М, Я думаю, что придерживаться правила, сделать все, чтобы не пожалеть об упущенной возможности. Возможно, м, ну вот часто очень Лига молодежной политики и прочие молодежные организации приглашают студентов к участию в конкурсах. Иногда преподаватели об этом говорят. Вот. И я, например, стала дважды победителем всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов, молодых ученых. Но это не было спонтанным, естественно, это, ну, плод определенно проделанной работы. И я подавала заявки просто во все мероприятия, куда только можно было. Я не была уверена, что во все пройду. Разумеется, было много мероприятий, где я не побеждала. Но главное сделать все, чтобы вы не пожалели об упущенной возможности. Я думаю, в этом и есть залог успеха. И не принимать близко к сердцу отказы или неудачи, потому что каждая ваша, ну, не то чтобы ошибка, а не победа, скажем так, она приближает вас к очередной победе. Главное не принимать вот это вот поражение близко к сердцу. Мгм. Тут вот вопрос к тебе. Расскажи, кем ты работаешь? Мгм. Я сейчас заканчиваю стажировку, как я уже говорила, в банке ВТБ. Начинала я с администратора зала. Это вот девочки на входе в банке, которые встречают гостей. Затем, спустя 3 месяца, меня повысили до финансового консультанта. Я уже работала с реальными клиентами, выдавала кредиты, займы. Спустя еще 3 месяца меня повысили до менеджера по работе с состоятельными клиентами. Это клиенты, чьи ну, чья сумма в нашем банке от 1,5 миллиона рублей, например. Там я работала с инвестициями также. И заключительная моя должность, это была заместитель директора. Мгм. И крайний вопрос. Пожелай 3 самых главных совета нашим абитуриентам и студентам. Ага. Так, ну, первый совет — это, как уже Наталья Алексеевич говорила, не переставать учиться. Несмотря на то, что я закончила университет с красным дипломом, когда я пришла на работу, все равно мне нужно было продолжать учиться. И не потому, что в аграрном вузе знаний было недостаточно, нет. Там учатся все, потому что Центробанк новые какие-то постановления дает, министерство, меняются законы, и этому постоянно нужно учиться, меняются продукты. Процесс обучения, он не закончится с вашим окончанием университета. Поэтому уметь учиться — это очень важно. Ну, второе, как я уже говорила, это сделать все, чтобы вы не пожалели об упущенной возможности. Ну и, я думаю, ответственность. Это очень важно, особенно экономистам. И вот сейчас, работая в банке, я это особенно понимаю, потому что если раньше, например, ну, мне казалось, что ну, что-нибудь происходило, я думала, ну, цена вопроса примерно вот такая вот, и, в принципе, не стоит за это переживать. Вот. А тут ты работаешь непосредственно с деньгами. Деньги — это сам продукт. И иногда их довольно много, и ты ощущаешь всю эту ответственность, когда они не твои. И ты действительно должен быть, ну, очень внимательным и ответственным при работе с ними. Мгм.
Хорошо. Всем спасибо. Эфир мы сохраним на данной странице. Альфия, тебе успехов в работе. Всем до встречи. До свидания.